Здравствуйте! Эфир телеканала «Салям» продолжают новости ишимбайского телевидения. С последними событиями вас познакомлю я, Алена Чернова. Пуск нового производства, встреча с нефтяниками, открытие вышки бабушки после реконструкции. Ишимбай посетил глава региона Ради Хабиров. Наша задача была еще какая, чтобы здесь формировались не только нефтехимия и газохимия. Мы хотели, чтобы новые виды промышленной деятельности у нас развивались. На них будет равняться вся республика. В Башкирской республиканской гимназии-интернате номер 2 открылся шеймуратовский класс. Я этим горжусь, что я попал в шеймуратовский класс. Этим моя судьба становится чем-то похожим на судьбу моего дедушки. Я этим очень сильно горжусь и рад, что нас что-то с ним связывает. Кузницы кадров для нефтегазовой отрасли 90 лет. Ишимбайский нефтяной колледж принимает поздравления с юбилейной датой. Осваивать месторождения в Западной Сибири и за рубежом, то есть специалисты востребованы по всему миру. В минувшую пятницу Ишимбай посетил глава региона Ради Хабиров. Программа поездки получилась насыщенной. Руководитель республики посетил промышленные объекты, ознакомился с итогами реконструкции общественных территорий, а также поздравил нефтяников с 90-летием башкирской нефти. Свой визит Ради Хабиров начал с территории особой экономической зоны Алга. Вместе с главой республики руководители промышленного объединения «Аркада» дали официальный пуск нового производства. Здесь открылся перчаточный цех с производственной мощностью до 100 миллионов изделий в год. Швейная фабрика – один из первых резидентов особой экономической зоны Алга. В минувшем году инвесторы приступили к производству рабочей одежды. Новый перчаточный цех расширяет возможности самих инвесторов, а жителям района гарантирует новые рабочие места. Наша задача была еще какая, чтобы здесь формировались не только нефтехимия и газохимия. Мы хотели, чтобы новые виды промышленной деятельности у нас развивались, что, собственно, здесь и происходит. Важно то, что, несмотря на какие сложности, и наши резиденты это видят, что мы активно развиваем здесь инфраструктуру. Ведь это было, по сути, чистое поле, а где-то даже не убранное поле. Мы сюда заводим дороги, самое главное, мы заводим коммуникации, энергетику, воду, водоотведение. Еще один масштабный инвестпроект – производство цетаноповышающей присадки для дизельного топлива. Компания «М-Синтез» инвестировала в проект почти 9,5 миллиардов рублей. Объемы, которые планирует производить на заводе, перекроют потребность 40% российского рынка нефтеперерабатывающей отрасли. Визит Ради Хабирова в Ишимбай продолжился на мероприятиях, посвященных 90-летию башкирской нефти. Руководитель региона стал почетным гостем торжественной церемонии открытия вышки бабушки после реконструкции. На ремонтные работы легендарного памятника компания «Башнефть» выделила около 70 миллионов рублей. Глава региона отметил, что руководство компании заботится не только об истории нефтедобычи, но и о своих сотрудниках. В концертном зале Ишимбайского дворца культуры Ради Хабиров обратился к ветеранам отрасли и вручил государственные награды лучшим труженикам. Сегодня «Башнефть» – одна из ведущих в стране компаний нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли. «Башнефть» является надежным партнером и крупнейшим налогоплательщиком республики. А еще только за последние 5 лет башкирские нефтяники направили более 18 миллиардов рублей на строительство дорог, школ, детских садов, больниц, учреждений культуры, поддержку массового и профессионального спорта. На базе Башкирской республиканской гимназии-интерната номер 2 в Ишимбае открылся шеймуратовский класс. Ученики 6 А, кроме государственных языков, учат китайский и турецкий. Обучаются стрельбе из лука, верховой езде, борьбе, робототехнике. Интенсивная программа обучения есть далеко не во всех школах республики. После Уфы Ишимбай оказался в числе первопроходцев. С учениками и педагогами класса познакомилась наша съемочная бригада. Все тут есть за героя труда. Вот. Тут вся про него информация. Список наград, личные вещи и даже игрушки – это реликвия, которую до сих пор бережно хранит семья участника Великой Отечественной войны Саидгали Исмагилова. Дедушка Нурислама Исмагилова служил в составе 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Под руководством легендарного комдива Шеймуратова лейтенант Исмагилов совершил немало мужественных поступков и смог вернуться живым к своей многодетной семье. История деда всегда впечатляла его внука. И как только в башкирской гимназии-интернате начали формировать класс имени Героя России имени Гали Шеймуратова, Нурислам Исмагилов точно знал, что должен учиться в нем. Горжусь, что я попал в шеймуратовский класс. Этим моя судьба становится чем-то похожим на судьбу моего дедушки. Я этим очень сильно горжусь и рад,
что нас что-то с ним связывает. История башкирской кавалерийской дивизии и ее командире не может оставаться без внимания и должного почитания. Это понимают и чувствуют даже дети. И сегодня 25 учеников с гордостью носят значки с изображением комдива. Первый шеймуратовский класс в Ишимбае сформировали из тех гимназистов, которые показали успехи в учебе, спорте и общественной жизни. Цель нашего шеймуратовского класса – это воспитание патриотического духа, также самообладание, стойкость, упорство. Это самое главное качество, конечно же, которое на данный момент вырабатывается. Сегодня на уроке башкирской литературы мы проходили 112-ю башкав дивизию, и нам рассказывали про генерала Минигали Шеймуратова. Мы должны помнить про историю и никогда не забывать ее. Почему меня выбрали командиром? Потому что на меня можно понадеяться, я ответственный в любых конкурсах, не конкурсах, везде я принимаю участие. Я очень активный и стараюсь не подвести свой класс. По программе у ребят помимо двух родных языков русского и башкирского добавились часы английского, турецкого и китайского. А еще здесь строго следят за дисциплиной. Большое внимание уделяют строевой подготовке. Обучают верховой езде, стрельбе из лука, робототехнике, борьбе. Учебный день 6 А расписан почти по минутам. Но шеймуратовцы не пасуют перед трудностями. Они знают, что выпускники класса должны стать достойным примером для следующих поколений учеников. Алена Чернова, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. И еще одна новость из сферы образования. Ишимбай встретил триумфаторов крупного образовательного конкурса. В Международном детском центре «Артек» прошел всероссийский конкурс «Большая перемена». Это проект Федерального агентства по делам молодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». 6 учеников лицея номер 12 из Ишимбая стали призерами и победителями конкурса. Каждому из них вручили денежный сертификат в размере 200 тысяч рублей, который можно направить на саморазвитие. В большую перемену я попала случайно и не рассчитывала вообще, что я дойду даже до полуфинала. Это было, скорее всего, дело случая, но на каждом этапе я работала так, как умею. Прикладывала все свои старания, усилия. Были большие переживания, стресс, который пришлось преодолеть. И получилось так, что я стала победителем. На самом деле это очень интересный конкурс, он дает очень много возможностей, новых знакомств. И уже учат достигать своих целей в таком раннем возрасте. Здесь ждали их возвращения, переживали и с восторгом наблюдали за яркими победами лицеистов. Когда мы им желали счастливого пути, хорошо отдохнуть, они говорили о том, что нам нужно не отдохнуть, а обязательно победить. Ну и все свершилось, они молодцы, они победили. Мы очень рады, гордимся ими. Очень хорошие детки, активные, хорошо учатся. Кроме того, 12-й лицей вошел в топ-30 лучших учебных заведений России и получит 2 миллиона рублей на развитие образовательной организации. Ишимбайскому нефтяному колледжу 90 лет. За эти десятилетия он зарекомендовал себя как кузница кадров для нефтегазовой отрасли страны. Программа празднования юбилейной даты получилась насыщенной. В стенах колледжа состоялась деловая встреча преподавателей с ведущими специалистами предприятий города. А продолжился праздник большим концертом. Все подробности далее. Воспитывать и обучать молодое поколение, обеспечивать достойными перспективными кадрами нефтяную и газовую отрасль России. Уверены, что студенты Ишимбайского нефтяного колледжа никогда ничего не подведут. Это наше будущее и это наша гордость. 90-летие со дня основания отмечает Ишимбайский нефтяной колледж. Специалисты с дипломом ИНК востребованы не только в нефтедобыче, но и в других областях народного хозяйства. За 90 лет колледж подготовил более 20 тысяч специалистов. Его выпускники составляют кадровое ядро Ишимбайского района и других районов республики. В формате круглого стола прошла встреча преподавателей нефтяного колледжа с ведущими специалистами предприятий города. Обсуждение перспектив, подписание договоров о сотрудничестве, решение актуальных проблем и вопросов – главная цель деловой встречи. Основные проблемы, это, конечно же, как и везде, наверное, у нас сейчас, это материальная база. То есть маленько не хватает у нас оборудования. И вот, возможно, мы сейчас какие-то эти вопросы решим, чтобы они либо помогут нам с этим, либо непосредственно наши студенты, чтобы посещали их предприятия и получали какие-то не только, у нас же в колледже в основном теоретические навыки, но, соответственно, еще и какие-то практические навыки у них получили. На сегодня ИНК – это современное, динамичное и разносторонне развивающееся образовательное, многопрофильное учебное заведение, ведущее подготовку по различным специальностям. Сегодня колледж – это современное учебное заведение, которое осуществляет подготовку по 6 направлениям, 63 направления профессионального обучения.
Студентов на сегодняшний день у нас 2080 на дневном отделении и на заочном отделении. Ежегодно наши студенты принимают активное участие в различных мероприятиях. Это и конкурсы профессионального мастерства, и творческой направленности, и спортивные. То есть мы являемся одним из лидеров в системе среднего профессионального образования. В честь 90-летнего юбилея от лица города и от имени всех ишимбайцев колледж пришел поздравить глава муниципального Ишимбайского района. Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты Ишимбайского нефтяного колледжа. Продолжая ряд мероприятий этого года, посвященных 90-летию начала башкирской нефти, решите вас поздравить с юбилеем нашего учебного заведения. Как вы, наверное, все знаете, 90 лет назад, 16 мая 1932 года, из скважины номер 702 в небо ударил первый фонтан башкирской нефти, который не только, благодаря чему не только на карте республики появился наш город Ишимбай, но и определил все будущее, промышленное будущее нашей республики, которое до сих пор продолжается. Праздничный концерт открыл ансамбль народных танцев ИНК «Юрматы», который исполнил башкирские и татарские народные танцы. Выступали кураисты, звучала скрипка, пели песни вокальные ансамбли «Созвездие» и «Яшлек». Студенты ИНК очень творческие, активные ребята и с большим интересом принимают участие в различных мероприятиях в жизни колледжа. Знают о них и за его пределами, в конкурсах города и республики, ведь поддержать свой вуз студенты всегда рады. Я выступаю только первый раз здесь, потому что до этого не звали. Вот когда узнали, что я танцевал, больше 7 лет в другом ансамбле уже меня позвали, я выступил сейчас первый раз. Я совершенно не волновался, потому что это был юбилей к 90-летию колледжа. Это хороший опыт даже, можно сказать так. И в дальнейшем, думаю, помогать этому колледжу развиваться в таком плане. На праздничном концерте прошла церемония награждения почетными грамотами преподавателей и сотрудников. Среди награжденных преподаватель нефтяной дисциплины Ралиф Карамов. Он проработал более 40 лет в нефтяной промышленности и, имея практические навыки, вот уже 11 лет обучает студентов. Воспитываю молодое поколение. Как бы сказать, нефтяников, обучаем нефтяников, буровиков, разработчиков, чтобы они достойно, работали, получили рабочие специальности. Мы стараемся со своей стороны, имея свои практические навыки, обучить их тоже самое этому же. Колледж выполняет свою главную задачу – воспитывает и обеспечивает достойными перспективными кадрами нефтяную и газовую отрасль России. Это получается благодаря совместной и слаженной работе всех подразделений учебного заведения. Елена Вахитова, Владислав Сорокин, Ишимбайское телевидение. На сегодня это все. Я напоминаю, что еще больше новостей можно найти на YouTube-канале Ишимбайского телевидения, а также в Телеграм и ВКонтакте. Оставайтесь с нами, ловите новости первыми. Многие люди задаются вопросом, зачем нужно платить налоги и что это дает. Налоги нужны, чтобы повысить уровень жизни населения. Мы инвестируем в образование, национальную безопасность и развитие спорта. Я вижу, как в моем городе создаются спортивные площадки, строятся и ремонтируются физкультурно-оздоровительные комплексы и появляются новые возможности для развития своих физических способностей. Я тренер детской секции по велоспорту. И я хочу лучшего для своих детей, воспитанников и жителей своего города, республики и своей страны. Я сделала свой выбор и заплатила налоги. Твой выбор за тобой. Оптика «Мастер зрения» запустила акцию «Назови свой возраст и получи равнозначную скидку на оправу при заказе очков». Ждем вас по адресу город Ишимбай, проспект Ленина, 43.